Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В студии Ольга Цхавребова. И в начале о главных событиях дня. 160-летие Костахи Тагурова в Осетии отмечают день рождения осетинского гения. Как проходит осенний призыв? Пресс-конференция представителей Министерства обороны. Дождались. В Цхинвале близится к завершению строительные работы на 8 улицах. Сегодня в Осетии отмечают 160-летие со дня рождения основоположника осетинского литературного языка Костахи Тагурова. Основные мероприятия проходили, конечно, в селении Нар, где родился Коста Ливанович. Там присутствовали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Наша съемочная группа уже вернулась с села Нар. Репортаж сейчас готовится к эфиру. Мы вернемся к этой теме чуть позже, а сейчас к другим темам. В последнее время количество призывников увеличивается. Все меньше тех, кто пытается уклониться от военной службы. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции представители Министерства обороны Республики. Подробности у нашего корреспондента Ирины Битиевой. На брифинге рассказали о том, как проходит осенняя призывная кампания. Было отмечено, что в последнее время наблюдается тенденция увеличения численности призывников. В этом году число уклонившихся молодых людей от воинской службы сократилось. Однако многие получают отсрочку от армейского призыва из-за учебы. К тому же от военной обязанности освобождаются, если юноша – единственный ребенок в семье. У нас призыв бывает за период около 100 человек. Тогда как, вот, например, возраст этот, призывный возраст, бывает около 500 человек. Около 500 человек. Это означает, что из них около 300 с чем-то человек находятся, то есть кто-то студент, кто-то проживает на территории России, кто-то там скрывается и так далее. То есть мы проводим всю эту работу, выявляем именно уклонистов и принимаем к ним соответствующие по закону меры. Была затронута тема резервистов, в частности о проходившем ранее мобилизационном призыве. Августовская мобилизация проводилась впервые за 20 лет. Комплекс мероприятий включал подготовку резервистов. Все они должны были знать, как действовать во время вооруженного нападения, к какому подразделению они относятся и какие обязанности конкретно на них возложены. Журналисты поинтересовались, как часто должны проходить мобилизационные сборы. Игорь Алборов подчеркнул, что это вопрос решает верховный главнокомандующий. Мобилизационные сборы проводятся, их призывают, они приходят, и каждый из них, то есть мы уже должны знать, что этот человек, пулеметчик, вот этот сапер, вот этот и так далее. Каждому по предназначению, то есть уже мы назначаем, естественно, если там в их составе находятся офицеры, назначаем, например, командира роты, командира взводов. И личный состав, то есть приданный личный состав у него есть. Что касается пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, вопрос на стадии разрешения. После 2010 года многие уволились. Чтобы тебе начислили пенсию, у тебя должно быть военного стажа не менее 12,5 лет. То есть 25 лет у тебя должен быть стаж, из них половина должна быть военная, чтобы тебе военную пенсию начисляли. И 12,5 лет редко у кого есть. Потому что они не дослужили. Это вот поэтому у нас создаются проблемы. У некоторых не хватает там. У кого год. Проблема с выслугой. Да, в выслугой. У кого-то год не хватает, у кого-то полтора, у кого-то 2, у кого-то 3-4 года не хватает. Кто-то прошел там, у него 6-7 лет, но не хватает там, если у него 7 лет, то не хватает тут 5,5. Понимаете, в чем дело? 5,5 ему начистить просто так мы не можем. То есть есть вопрос в этом? Да, поэтому создаются вот такие проблемы. Мы стараемся, то есть идем навстречу. Этот вопрос был поставлен перед Верховным главнокомандующим. При Министерстве обороны создана комиссия. В этом году на учебу по линии обороны направлены порядка 100 учащихся. Все они по возвращению на родину, как сказал Алборов, трудоустраиваются. Ирина Битева, Алим Бетев, информационный выпуск сегодня. Просьба была услышана. Юлии Балатаевой из поселка Знаур подарили автоматизированную инвалидную коляску. Женщина не могла самостоятельно передвигаться. Семья обратилась за помощью к главе государства, чтобы им оказали помощь в приобретении инвалидной коляски.
Хочу выразить слова благодарности нашему президенту Анатолию Ильичу Бибилову за оказанную помощь в приобретении инвалидной коляски для моей матери Булатаевой Юлии Георгиевне. Еще раз большое спасибо за такую чуткость и доброту. На международных женевских дискуссиях делегация Южной Осетии обратила внимание участников на недавний визит президента Германии к линии госграницы Южной Осетии и Грузии. Наша сторона также заявила о том, что пока Грузия не уберет блокпост с территории нашей республики в районе села Уиста, ни о какой нормализации отношений речи быть не может. Роза Тедеева продолжит. Представители Южной Осетии возложили всю ответственность за кризис и дальнейшее обострение ситуации в районе села Уиста на руководство Грузии и их западных покровителей. Очередной 49-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности в Закавказье не увенчался успехом. Стороны не пришли к принятию конкретных шагов для выхода из сложившейся ситуации на границе Южной Осетии. Представители нашей делегации потребовали от грузинской стороны снять незаконный блокпост и вывести своих полицейских. Только в таком случае можно говорить о нормализации обстановки на границе, подчеркнул полномочный представитель президента Мурат Джиоев. Мы предлагаем, чтобы территория между селом Цневис и ближайшим грузинским селом Чорчана, это приблизительно 4 километра, была объявлена зоной безопасности, то есть зоной свободной от оружия. То есть мы предлагаем вернуться к ситуации, которая была там до августа 2008 года. Но, к сожалению, грузинская сторона остается при своих позициях, что они не будут снимать этот пост. Грузинская сторона утверждает, что пост выставлен на территории Грузии. Однако представители югосинской делегации представили участникам дискуссий документы, подтверждающие принадлежность этой территории к Южной Осетии. Главным документом по описанию границ автономной области является декрет Всегрузинского ЦИК от 20 апреля 1922 года. И начиная с этого документа, последующие карты подтверждают, что эта территория, о которой сейчас идет речь, была частью Южной Осетии. Более того, мы им привели и раздали материалы, которые говорят о том, что предприятие, талковое предприятие, было создано на территории Южной Осетии. Взамен ничего они нам не представили. На женевских дискуссиях были обозначены гуманитарные вопросы. Южная Осетия в очередной раз подчеркнула проблему без вести пропавших граждан Южной Осетии на территории Грузии. Югосинская сторона выразила надежду, что сербский эксперт Душан Игнятович продолжит работу по выяснению их судеб. В этом нас сразу поддержала и американская делегация, которая отметила, что они надеются, что Игнятович скоро получит возможность продолжить свою работу, а это во многом зависит от грузинской стороны. И мы отметили, что эти люди, во всяком случае 5 из тех, которые с 2008 года считаются без вести пропавшими, точно были в руках грузинских силовых структур, и выяснение судьбы – это ответственность государства Грузии. Очередной раз был обозначен вопрос осетин уроженцев Казбекского района Терсегу, которые на протяжении нескольких лет не могут посетить свои родовые селения, оставшиеся на территории Грузии. Их не то, что туда не пускают на праздник или что посетить свои родные места, могилы предков, но они там теряют свои дома, свое хозяйство. Вновь напомнили о нашей иконе, которая незаконно пребывает в Грузии. Рассказали, что эта икона была похищена из Южной Осетии, что она из себя представляет, и что она была передана официальным властям Грузии. И считаем, что она должна быть возвращена своему законному хозяину, народу Южной Осетии. В Женеве наша делегация обратила внимание участников на недавний визит президента Германии к линии государственной границы между Южной Осетией и Грузией. Вместо того, чтобы устраивать для них культурную программу посещения там театра, оперы, они их приглашают на границу с Южной Осетией, устраивают смотровые площадки с использованием бинокля, подзорных труб и так далее. К сожалению, такая практика является порочной и не дает представления реальное о том развитии, которое есть в Республике Южная Осетия. Центральную позицию, как и прежде, на Женевской площадке переговоров заняла выработка документа, гарантирующего неприменение силы. В этом вопросе нет изменений. Участники дискуссии продолжат обсуждение выработки совместного заявления в ходе следующей 50-й встречи в Женеве, которая состоится в декабре текущего года.
Роза Тедеева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. Ждать осталось недолго. Строительные работы на 8 цхинвальских улицах подходят к концу. На некоторых из них возникали большие трудности. Специалисты и жители часто не могли найти общий язык. Был даже случай, когда пришлось менять проект строительства. Репортаж Марианны Чочиевой. Капитальный ремонт 8 столичных улиц на завершающей стадии. На 6 из них работы практически завершены, в их числе и улица Гафеза. Рабочие уложили асфальт и уже приступили к нанесению дорожной разметки и установлению дорожных знаков. На некоторых улицах идут работы по благоустройству тротуаров, ведутся подготовительные работы к нанесению второго слоя асфальта. На улицах Джиоева и Рутена Гаглоева уже нанесены 2 слоя асфальта. На Хазби Гаглоева заасфальтирована только половина улицы. На всех остальных улицах строительные работы идут полным ходом. Все работы будут завершены в срок. Мурат Лалиев отметил, строители обеспечены всем необходимым стройматериалом, никаких проблем в работе нет. Более того, погодные условия позволяют выполнять работы в каждодневном режиме. На улице братьев Устаевых работы выполняет ЖКХ города Цхинвал. У них также нет никаких проблем. Подрядчики обещают, что все работы завершатся в срок. Строительные работы полным ходом идут и на улицах Лермонтова и Победы. Благоустройство этих улиц по объективным причинам затянулось. В середине лета пришлось даже поменять проекты улиц. Было много возмущений от жителей. По словам Мурата Лалиева, на данный момент работы на улице Победы идут быстрыми темпами. Уже нанесен первый слой асфальта и скоро приступят к укладке тротуарной плитки. На улице Лермонтова еще необходимо выполнить большой объем работ. На данный момент рабочие приступили к подготовке дорожного полотна под асфальтирование. Проблемы возникли при устройстве ливневых канализаций. На основной магистрали мы уже завершаем эти работы. Надеемся, что уже через неделю приступим к асфальтным работам. Устанавливаем вспомогательные колодцы и надеемся, что уже через неделю приступим к укладке асфальта. Дорожники сами понимают, строительство улицы Лермонтова доставляет много неудобств жителям. Они заверили, ждать осталось недолго. Мы понимаем, что жители улицы испытывают трудности из-за затянувшихся строительных работ. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее устранить все проблемы. Работы по капитальному строительству улиц продолжатся и в следующем году. Марианна Чочева, Регина Черткоева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. Наверное, каждый помнит своего первого учителя. Значение деятельности педагогов трудно переоценить. Лучших из лучших чествовали в Министерстве образования Южной Осетии. На церемонии побывала наш корреспондент Яна Плиева. Торжественная церемония награждения началась со слов приветствий и пожеланий в адрес представителей самой нужной и благородной профессии. Наше будущее в надежных руках. Достижение очередных успехов – это бесспорно ваша заслуга, отметила министр образования и науки Наталья Гассиева. От всей души мы вас поздравляем. Мы хотим пожелать вам ярких, солнечных дней, чтобы у каждого в душе, помимо солнца, всегда светили звезды. А зажигать их будут, конечно же, ваши дети. Наши с вами общие дети. Сегодня в зале присутствуют те, которые каждым своим шагом, каждым своим жестом, каждым словом дают показать не только детям, но и всем нам, что наше будущее в надежных руках. Заместитель министра образования Элиса Гаглоева наградила почетными грамотами работников дошкольного и общего образования. На торжественную церемонию собрались педагоги районных школ республики. Они каждый день своим трудом доказывают и показывают, что и в сельских школах образовательный процесс может быть на высоком уровне. Поощрять талантливых педагогов и воспитателей стало доброй ежегодной традицией. Труд должен быть оценен, считают в Министерстве образования. В этот раз среди наград знаки почетного работника. Награду удостоились воспитатели детских садов и педагоги средних образовательных учреждений. Любому педагогу бывает приятно, если его труд оценивается, потому что всем известна, какая это трудная работа. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех учителей республики. Пусть у каждого из них будут успехи в работе, терпения нам и сил на благо республики. Торжественное награждение – не последнее мероприятие, на котором в этом месяце будут чествовать учителей. Яна Плиева, Ида Кочева. Информационный выпуск сегодня.
Читали стихи, показывали сценки и музыкальные номера. В Цхинвальской средней школе номер 12 отметили 160-летие основоположника осетинского литературного языка Коста Хитагурова. Стелла Бязрова побывала на мероприятии. Красочное мероприятие подготовили ученики 12-й средней школы к юбилею гениального поэта Коста Хитагурова. Стихотворения, отрывки из произведений музыкальной и театральной постановки продемонстрировали юные артисты школы. Произведения Коста известны во всем мире. Один из самых красивых и душевных поэм о судьбе женщины Фатима. Учащиеся школы на сцене показали один из самых трогательных моментов произведения. Ученики школы постарались показать масштабность и гениальность произведений Коста Хитагурова и то, насколько они актуальны в современном обществе. Мы долгое время готовились к этому мероприятию. Мне кажется, у нас все получилось. Мы с нашими учителями и организатором долгое время продумывали сценарий мероприятия. Старались показать все на высшем уровне. Надеемся, что зрителям понравилась наша постановка. В этом мероприятии я показала образ Фатимы. Играть Фатиму нелегко, но я постаралась войти в образ и показала всю ее боль и переживания. Мероприятие посетили представители Министерства образования. Они высоко оценили подготовленное мероприятие. Хочу выразить благодарность организаторам. Я получила огромное удовольствие от постановки. Дети прекрасно исполнили свои роли. Мероприятие получилось очень насыщенным, ярким и интересным. В эти дни юбилей основоположника осетинской литературы отмечает весь осетинский народ. Подобные мероприятия проходят практически во всех образовательных учреждениях республики. Стелла Бязарова, Арсен Гасиев, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Творческие коллективы администрации города Цхинвал выступят в Карачаево-Черкесии в селе Лаба, где долгое время проживала семья Коста Хитагурова. Там пройдут мероприятия, посвященные юбилею гения. В концертной программе, которую подготовили в Управлении культуры, участвуют известные артисты и коллективы, которые зарекомендовали себя не только в Осетии, но и далеко за ее пределами. Повезем туда хорошую концертную программу, в которой примут участие детский хореографический ансамбль «Ирон» под управлением заслуженной артистки Осетии Дианы Хугаевой, вокальная группа «Буламер», руководитель заслуженный артист Южной Осетии Цамасланов. И также к Оснаве поедет заслуженный деятель искусств Южной Осетии Жанита Гагиева. Мы покажем и хореографическое искусство, и вокальное искусство, и академическое пение. И к нам еще присоединятся наши друзья из Северной Осетии, группа «Буламер». Возвращаемся к первой теме и, пожалуй, основной теме сегодняшнего дня. Это юбилей Коста Хитагурова. Сегодня в Осетии отмечают 160-летие со дня рождения основоположника осетинского литературного языка Коста Хитагурова. И основные мероприятия проходили, конечно же, в селении Нар, где родился Коста Ливанович. Там присутствовали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Наша съемочная группа уже подготовила материал. Давайте посмотрим. Сегодня в Осетии отмечают знаковую дату – 160 лет со дня рождения великого Коста Хитагурова. Это большое культурное событие. В родной аул Коста приехали первые лица юга и севера Осетии, общественность, интеллигенция и просто все желающие. Сегодня в Осетии большой праздник. Мы отмечаем 160-летие гения осетинского народа. Он посвятил всю жизнь служению своему народу. Каждый из нас гордится им, отметил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, обращаясь к собравшимся с поздравительной речью. Кашбаю Канадаме, ама Ангомай, Размашавой. Махан Абон Алла Фараздарис, Махан Абон Алла Фадатдарис, Шамаюшан Гомжинадатахай.
Уши южина датахай. Ноджен зарам, костай маюма, ама энгомар балавам каражима. Коста ала Иран адай магандар, ирестонану хазнам. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров назвал Костахи-Тагурова человеком, ставшим национальным достоянием Осетии, символом истинного патриотизма и любви к своему народу. В завершении официальной части состоялось масштабное театрализованное представление с участием артистов конного ансамбля Северной Осетии. Агунда Губозова, Александр Кукоев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Полностью репортажи из села Нар смотрите в сегодняшнем выпуске новостей АБОН. И сегодня же на телеканале ИР смотрите документальный фильм о жизни осетинского гения Костахи Тагурова. Впервые зрители увидят рукописи Коста, письма, адресованные Анне Цаликовой, отрывки из знаменитых произведений. А сейчас в нашей программе прогноз погоды на завтра. В республике будет ясно. В Знаурском районе днем плюс 21, ночью плюс 10. В Дзяуском районе днем 17 градусов тепла, ночью 8. В городе Квайса днем плюс 20, ночью плюс 9. В Ленигорском районе днем 23 градуса тепла, ночью 10. Столица республики в Цхинвале днем плюс 22, ночью плюс 8. На этом наша программа подошла к концу. Я, Ольга Цхавребова, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания.